памяти вообще, как нам надо энергично, быстро, эффективно работать. И нам надо сейчас действовать, как действовал Василий Васильевич в 93-м, 92-м, вот эти 94-е годы. Помните, да, начало 90-х годов, как он стал ректором, каким центром стал университет. Центром всего создания нашего правительства. Вся команда правительства была практически, наверное, на 80% сформирована из нашего тогда Якутского государственного ордена Дружбы народов университета. Сегодня 1 апреля, день памяти, день рождения первого президента Академии наук, член Кора РАН, ректора Якутского государственного университета Василия Васильевича Филиппова, нашего коллеги, наставника и замечательного ученого и человека. Ежегодно Академия наук проводит декаду памяти Василия Васильевича Филиппова, которая сегодня стартует. Это будут классные часы по сети президентских школ и гимназий. Дальше в 12 часов будет возложение цветов в рамках 30-летия Илтумена к дому, возле дома, где жил Василий Васильевич Филиппов, к его мемориальной доске, где будут принимать участие руководители Илтумена, правительства и представители научного сообщества. 2 апреля мы выезжаем в Горный Улус, на его родину Василия Васильевича, где будет открытие бюста в музее гимназии имени Василия Васильевича Филиппова. Затем мы выезжаем в Мытах, родину Василия Васильевича Филиппова, и будет встреча, круглые столы среди школьников гимназии. И будут, значит, лекции академиков и встреча с населением Мытахского наслега. Значит, и я думаю, что декада будет до 5 числа, там будут различные, значит, мероприятия со школьниками, такие как олимпиады, значит, конкурс юных изобретателей. И 5 апреля мы в Бердигистяхе закрываем декаду памяти Василия Васильевича Филиппова. Я хотел бы сказать, что это ежегодное мероприятие, поэтому научное сообщество должно активно участвовать в мероприятиях, посвященных памяти Василия Васильевича Филиппова. Дорогие, уважаемые коллеги, сегодня 1 апреля, очень хороший день, день настоящей весны, да? И день рождения всеми уважаемого, все мы знали его, Василия Васильевича Филиппова, доктора технических наук, профессора, член-корреспондента РАН, первого президента Академии наук, ректора университета, председателя парламента нашей республики. Так что человек не только знаковый, а человек, выдающийся в своем значении, что он сделал, какой пример показал, как развивать науку, как развивать высшее образование, как заниматься политикой. И поэтому сейчас мы находимся на том моменте, таком же, когда тоже республика, страна ждет таких людей, как Василий Васильевич Филиппов. Но если их нету, то мы продолжим их дела дальше. Потому что страна сейчас должна развиваться, а республика, занимающая очень большие территории, и республика, которая пространственно должна развиваться, она именно на традициях, на культуре, импортозамещение, все, что хотите, все, что дано послание нашего президента. Но сегодня для нас сегодня праздник, потому что в этот день родился Василий Васильевич Филиппов. Это день, когда такой человек пришел к нам, с нами общался, нам показывал, нас многих учил, поэтому о нем всегда будет делал, поистине оставил большой след в науке. Даже вот то, что
если бы он и как политик не состоялся, как руководитель не состоялся, то он бы как ученый состоялся, потому что его научные труды, его работы, его школа по снеговым нагрузкам несущих конструкций — это будущее Арктики. Без этого Арктику нам никак не освоить и дальше не развиваться, потому что 9 месяцев тяжелый снег стоит, и его нагрузка. А как оттает быстро этот снег, то агрессивная создается среда. Поэтому вот это все предстоит нашим молодым людям. Поэтому всех сегодня я поздравляю с этим днем, днем рождения Василия Васильевича Филиппова. И давайте сегодня мы не грустные будем, а сегодня давайте мы будем веселыми, радостными и смеяться, улыбаться и делать, творить нашу республику, вести вперед. С днем рождения Василия Васильевича Филиппова. Слово предоставляется Еремееву. Уважаемые участники торжественного мероприятия, сегодня, если бы Василий Васильевич был с нами, ему исполнилось бы 73 года. Он родился ровно 1 апреля в 1951 году в селе Мыташ горного Улуса. И начиная от хороших писателей, художников, заканчивая вот пускавшего внутреннего штаба Василия Васильевича Филиппова. 1990-е годы связаны с его университетом Иркутскому государственному. И в годы моей учебы в этом университете, нашем родном, он становится первым ректором, когда мы учились на 3-м курсе. Он сразу же стал выделяться своим организаторскими способностями, своей энергичностью, своей целеустремленностью. Он хорошо наладил контакт с молодыми людьми, со студенческим активом. Уже в 1991 году, после развала Союза, в 1992 году первичная комсомольская организация университета у нас, к сожалению, распалась. Стали создаваться новые общественные организации. И на всех этих собраниях тогда присутствовало первое лицо университета Василий Васильевич Филиппов. В 1992 году, когда студенты вышли на демонстрации для того, чтобы побудить Верховный Совет, легендарный 19-й созыв, к принятию Конституции Республики Саха-Якутия, ректор нашего университета, не стоял в стороне, а был с нами, со студенчеством. Он был в общежитиях и днем, и ночью. Первый руководитель Академии наук, много сделал для становления науки. Это и гранты молодым ученым, это и диссертационные советы объединенные. И много-много им было сделано, что сейчас работает. Конечно, Василий Васильевич человек был неординарный. Вот сейчас вот вновь созданный НОТ Север, он тоже приложил большие усилия, знания, опыт, связи свои. Конечно, его уход, конечно, тоже для нас большая потеря. Вот, но мы будем его помнить. И самое главное, Образования и науки Республики Михаилу Юрьевичу Присяжному. Да, добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Мы вспоминаем сегодня нашего Василия Васильевича. Действительно, учитель с большой буквы, ученый с большой буквы, президент Академии наук с большой буквы. Я просто скажу 2 слова по сравнению с тем, что мы с вами встречались осенью в прошлом году, что удалось сделать. У нас появилась среди именных стипендий Республики Саха-Якутия стипендия имени Василия Васильевича Филиппова. В этом году впервые будет выбран ее обладатель, студент, который обучается по инженерно-техническому направлению. Ну и совсем недавно мы своим приказом оформили выделение целевой субсидии в Академию наук. Там начали пока сумма 1 000 000 рублей для того, чтобы можно было оборудовать соответствующий сквер Василия Васильевича возле Академии наук. И чтобы действительно была добрая память о нем. Поэтому мы вспоминаем именно нашего ректора, потому что сейчас в университете работает очень много людей. В тот момент, может быть, и были студенты, молодые сотрудники, сейчас являются руководителями по многим направлениям. Действительно, это был настоящий ректор, да, потому что становление современного вида, вот сейчас федерального университета, тогда Якутского госуниверситета, было при нем, потому что когда Советского Союза не стало, когда уже стало
было становление современной России, да, нужно было принимать очень много решений. И решение в таком плане, чтобы именно университет стал флагманом развития и подготовки кадров, и развития современной России и нашей республики. И мы очень теплым словом вспоминаем те годы работы Василия Васильевича, да, и я всегда вспоминаю его теплую руку, которая мне вручала в культурном центре мой красный диплом, и никогда не знал, что в какой-то момент уже я сам возглавлю вот этот университет. Но тогда было вот очень такое крепкое рукопожатие, пожелание успехов, да, и это я очень ярко помню. Сегодня действительно день такой, что мы все присутствующие здесь, бывшие его соратники, народные депутаты всех созывов, знаете, что сегодня день рождения Василия Васильевича Филиппова. Я с ним давно знаком. Будучи первым секретарем Намского райкома партии, мы вместе ставили вопрос по присвоению университету имя нашего легендарного земляка, великого человека Якутской республики Максима Кировича Мосова. И эту инициативу поддержал первый президент республики, и действительно университету было присвоено имя Максима Кировича Мосова. Первого президента Николаева, когда был создан государственный комитет, его возглавил Владимир Иванович Кузьмин, который был проректором университета. Хочу также выразить слова благодарности, что благодаря именно ему, начиная с 1994 года, я занимаюсь профессорской преподавательской деятельностью. Пришли на это мероприятие, чтобы возложить цветы и вспомнить о Василии Васильевиче. Очень впечатляет депутатский десант. Десант народных депутатов. Это говорит о том, что наш отец все-таки о признании его большого вклада и роли в становлении государственности, в государственном строительстве и государственном управлении. На этом церемония возложения цветов считается закрытой. Всех приглашаем на общее фотографирование. Привет.